В этой небольшой комнате Крымско-Татарского музея представлены уникальные работы. Женские и детские костюмы, марама, полотенца, холодное оружие и доспехи воинов. Все эти артефакты обнаружены на территории нашего полуострова. На выставке представлено около 150 предметов китайского, персидского, японского и крымско-татарского искусства, среди которых вышивка, изделия из слоновой кости, костюмы и рукописные книги 18-го, начала 20 веков. Выставку посетил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Это вот костюм муллы. Ткань очень дорогая, парча, но, к сожалению, со временем... Крымская? Да, это крымская. Но ткань, возможно, завозная, потому что она видно, что дорогая была, но, к сожалению, вот никак ее нельзя разгладить, потому что там металлическая нить очень из-за времени уже вот немножко деформировалась. Богато расшитые портьеры анатолийской работы и иранская скатерть, которая находилась во дворце великого князя Петра Николаевича Романова. Особое внимание привлекают узоро-тканевые изделия. Здесь их большинство. Ведь крымско-татарских девушек обучали шитью с 7 лет, а то и раньше. Каждая умела держать в руках иглу. До свадьбы она могла вышить от 70 до 300 полотенец. А это старинный занавес, который находился во дворце Дюльбер. Изделие полностью украшено арабской вязью. Здесь также есть фотография комнаты невесты, ни миллиметра пустого места. Повсюду полотна, покрывала. Вся ручная работа новоиспеченной жены. Так сказать, музей в миниатюре. Большая часть экспонатов – это работы крымско-татарских мастеров, среди которых картины и фотопортреты. Обнаружены они были на узкой полосе между Судаком и Алуштой. Особую ценность для ученых представляет их паспорта. Ведь за века многие вещи в фондах перемешались, и сегодня определить точно, какой район изображен на фотографиях, сложно. Об этом можно лишь догадываться. И интересно, смотрите, получается, Южный берег – это... Вообще, это иранское влияние, но оно распространилось Кавказ и Южный берег. Вот на Кавказе эти типы жилищ, допустим, вот эти двухэтажные, когда первый этаж каменный, второй этаж дерева, это больше, несмотря на то, что это в горной местности, это северное Причерноморье, вазы, византийское влияние. Уникальные работы крымских мастеров прошлого столетия крымчане видят впервые. Коллекция страницы истории Восточного музея собраны фондом Ялтинского историко-литературного музея. На подготовку к выставке ушло более 1,5 лет. Очень ценные предметы, очень интересная коллекция, которая, к сожалению, вот все эти 30 лет была сокрыта от глаз крымчан, несмотря на то, что находилась по соседству в Ялте. И, конечно же, низкий поклон Софии Ханум и всем сотрудникам Крымско-Татарского музея, что смогли сегодня создать вот такую атмосферу для нас праздника и дать возможность прикоснуться вот к нашей истории. Параллельно с музейными раритетами работает и вторая выставка. На ней представлены работы современных крымских мастеров. Это сценические костюмы, их эскизы, макеты и театральные декорации. В Симферопольском музее выставка продлится до 10 декабря. Наджия Исаева, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет».